Праздничный выходной для жителей Сыктывкара сегодня стал вдвойне бодрым. Песни, танцы, спортивные конкурсы и флешмобы. Дни микрорайонов развернулись по всему городу. Все радостные, веселые. Праздник нам помогает проводить 4 центра дополнительных образования. Это центр номер 25, 18, 1 наш центр и центр номер 38. Кроме того, что здесь проходят праздничные программы, в которых у нас дети поют и пляшут, внутри фойе зала проводятся мастер-классы и конкурсы рисунков. Декоративно-прикладному искусству детишек учат все те же центры доп. Образования. Впрочем, много полезного есть и для взрослых. Сегодня на дне микрорайонов на одной из площадок можно проверить даже состояние своего здоровья. Делать это нам помогут сотрудники Центральной поликлиники города Сыктывкара. Расскажите, пожалуйста, что сегодня каждый гость может узнать о своем здоровье? Сегодня все желающие, которые посетили это мероприятие, могут подойти, померить у нас уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, посмотреть, каков рост, вес и по желанию даже получить рекомендации по правильному питанию, например, и про свою физическую активность. Вот давайте на вас посмотрим, хорошо? Проверим ваше давление и уровень сахара в крови. Давайте. Присаживайтесь. Заодно и получу какие-то полезные рекомендации. К каждому гостю здесь особый подход. Показатели здоровья записывают и отдают посетителю, дополняя индивидуальными советами. Для главной поликлиники города такие практики не в новинку. Говорят, увидеть их на массовых праздниках можно частенько, а в летние деньки передвижная палатка здоровья действует и возле больницы. Ай, здорово! Всего по городу расположилось 8 площадок для празднования. И у каждой своя изюминка. У городского дворца творчества, к примеру, гордостью стал большой самовар. А на ледовом катке 24-й школы мастер-класс давали воспитанники спортивных секций Северной Олимпии, юные фигуристы и хоккеисты. Я думаю, что такие праздники для жителей очень нужны, потому что люди все чаще сидят в компьютерах, а на улицу совсем перестали выходить и гулять. Детям очень весело, дети не хотят уходить, потому что им тоже не хватает живого человеческого общения. Зачинателем подобных праздничных выходных еще 12 лет назад стала площадка в Давпане. На этой площадке состоялся первый возрожденный праздник микрорайона Мусачужанин. И с тех пор практически каждый год такие праздники проводятся и в Давпане, и последние несколько лет в других районах города Сыктывкара. И мы чувствуем большую востребованность, мы видим, что людям нравится. Есть такое хорошее событие, когда можно не куда-то в центр города далеко ехать, идти, а именно у себя, со своими друзьями, своими близкими, со своими соседями хорошо провести этот день. Через 2 недели подобные культурные гуляния повторятся. 18 марта, в день выборов президента, у жителей Сыктывкара появится двойной повод выйти на улицу. Программа, обещают организаторы, расширится и станет ярче. Любовь Филиппова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.